Киргизии отметили 5-летие со дня свержения в стране авторитарного режима президента Курманбека Бакиева. Выступая на церемонии в Бишкеке, президент Алмазбек Атамбаев заявил, что только благодаря восстанию, происшедшему 5 лет назад, стало возможно установление в стране парламентской демократии, единственной модели такого рода в Средней Азии. Однако критики Атамбаева утверждают, что он все больше сближается с Москвой. В частности, говорят о законопроектах, целью которых является давление на неправительственные организации и права гомосексуалов. В Москве десятки людей почтили память российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Его застрелили 40 дней назад недалеко от Кремля. Сторонники Немцова также намеревались организовать концерт его памяти, однако ни один концертный зал не предоставил для этого свою сцену. Борис Немцов был бескомпромиссным критиком президента Владимира Путина. Собравшиеся на месте гибели Немцова принесли цветы и зажгли свечи. Ранее вандалы неоднократно разрушали импровизированное место паломничества на мосту, где застрелили Немцова. В соответствии с русской православной традицией, друзья и родственники отмечают 40-й день со дня смерти близкого. В Киеве несколько сот сторонников ультранационалистической партии «Свобода» собрались возле парламента, чтобы потребовать отставки премьер-министра Арсения Яценюка. Протестующие утверждают, что они свергли бывшего президента Виктора Януковича и что они могут добиться смещения Яценюка. Некоторые оппоненты обвиняют Яценюка в коррупции и жалуются на экономические проблемы. В столице Афганистана Кабуле сотни людей протестовали против политики иранского правительства, которое, по словам критиков, вынуждает афганских беженцев в Иране воевать в Сирии на стороне армии, верной президенту Башару Асаду. Протесты начались после демонстрации видеоматериалов, показывающих беженцев среди солдат, которые воюют на стороне Асада. Иран отвергает подобные обвинения. В Кабуле международная организация Amnesty International опубликовала крайне критический по отношению к правительству отчет о защите прав женщин, подвергающихся насилию. Международная правозащитная организация утверждает, что правительство ничего не предпринимает, чтобы остановить рост убийств и насилия, в том числе сексуального. Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти заявил, что проблема прав женщин будет лакмусовой бумажкой для нового афганского правительства президента Ашрафа Гани. Все эти люди опять за бортом остались. В столице Казахстана, Астане, протестующие требуют помощи со стороны президента Нурсултана Назарбаева. Многие граждане Казахстана взяли кредит для покупки недвижимого имущества в иностранной валюте и в результате стали жертвами 20% девальвации тенге в течение 2014 года. Представитель Центрального банка пообещал учредить новый фонд помощи в мае.